Доброе утро, дорогие телезрители. С вами программа «Новый день». Евгения Гурилева. И Максим Гоголев. Отличный день, четверг, 28 ноября. Я надеюсь, вы выспались и налили себе чайку и хотите узнать, что нового вас ждет сегодня. Так, сегодня у нас день придумывания новых слов. Мы всегда придумываем новые слова, когда хотим выразить что-то необычное. Некоторые из них мы выбрасываем потом за ненадобностью, а некоторые отпускаем в мир бумажными корабликами. Это может быть моим любимым праздником, на самом деле, Женя, так как мы придумываем эти слова каждый день. Да, например, какое-нибудь такое сумасшедшее слово мега-закрутительное. Мега-закрутительного настроения тебе сегодня, Максим. Да, и тебе так. Также сегодня отмечается Всемирный день сострадания. 28 ноября его отмечают во всем мире. Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея дня – пропаганда образа жизни на основе сострадания и любви к ближнему. Это не нанесение вреда и боли любой живой форме, то есть не насилие в широком его понимании. Ни убиение, ни причинение вреда всему живому, людям, животным, растениям. Никогда и никаким образом, ни мыслью, ни словом, ни делом. То есть сострадайте всем сердцем, любите ближнего и окружающих. Также мы хотим напомнить, что у нас в прямом эфире работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете поздравить своих близких, друзей, родственников с днем рождения, с юбилеем, с чем только, с чем Или можно. поделиться своими новостями сегодняшним утром. Да, давайте сейчас узнаем, какая погода ждет нас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 25, минус 32, днем минус 19, минус 28. Заречье минус 30, минус 42, днем минус 24, минус 33. Южные Улусы минус 22, минус 30, днем минус 17, минус 19. Вилюйские Улусы минус 20, минус 21, днем минус 15, минус 18. Нижнеленские Улусы минус 30, минус 35, днем минус 25, минус 27. Западные Улусы минус 18, минус 22, днем минус 14, минус 18. Колымо-Индигирские Улусы минус 24, минус 47, днем минус 21, минус 44. Янские Улусы минус 36, минус 43, днем минус 28, минус 36. Северо-западные Улусы минус 20, минус 25, днем минус 16, минус 21. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 35 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 25, минус 27 градусов. Ну и хочется напомнить вам, что компания НВК «Саха» собирает фронтовые письма. Если у вас сохранились эти драгоценные письма от ваших родственников, написанные в 41-45 годах прошлого века, пожалуйста, отправляйте их копии к нам в редакцию по адресу улица Орджоникидзе, 48, кабинет 201, или на электронную почту utro.nvk@mail.ru. Мы готовим специальный интересный проект. Вчера прошел День профсоюзов, и у нас первый гость – Марьяна Валерьевна Пенюгина, председатель первичной профсоюзной организации Якутской ТЭЦ ПАО «Якутсэнерго». Доброе утро. Доброе утро, Марьяна Валерьевна. Доброе как утро. настроение? Как профессиональный праздник? Отлично. И сразу же первому вопросу. Вы представитель интересов трудящихся. Да? Расскажите, пожалуйста, какие особенности в колл-договоре у Якутсэнерго? И как вы с работодателем договариваетесь, если что? Ну, в первую очередь, это, конечно же, защита трудовых прав. А вообще, когда мы садимся за стол переговоров по коллективному договору, к этому, конечно, нужна хорошая подготовка. Во-первых, надо составить план, все проработать, прежде чем представить работодателю наши предложения. Ну и вот так, собственно говоря, у нас проходит... Ну, а если, как говорится, происходит столкновение интересов, допустим, я как работник на что-то претендую, естественно, это выходит за рамки, ну, скажем так, принятых норм, да, у всех свои интересы, и вот как найти золотую середину? Ну, у нас на паритетной основе комиссия по социальному страхованию, комиссия по трудовым спорам, комиссия по вопросам регулирования. То есть мы садимся за стол переговоров и
решаем вопросы работников. А в каких еще случаях вы садитесь за стол переговоров? Какие еще, может быть, Да. нестандартные ситуации Кроме, могут да, возникнуть? возможно. Ну, знаете, случаи бывают разные, конечно же. И, в принципе, мы их всегда решаем. Мгм. Марина Валерьевна, такой вопрос, да? Вчера был ваш профессиональный праздник. Я знаю, что вы вошли в сотню лучших профработников, профсоюзных работников по республике, по Якутску, наверное, да? Как вы занялись вот именно этой деятельностью? Я знаю, что в некоторых организациях профсоюзный работник совмещает две должности, то есть какую-то свою, ну, допустим, работает в бухгалтерии или в администрации и несет какие-то определенные обязанности как профработник. Но вы чистейшей воды профсоюзный сотрудник, председатель. Вот как так получилось? Ну, вообще моя трудовая деятельность на Якутской ТЭЦ началась с химического цеха. Я пришла аппаратчиком, проработала несколько лет в химводочистке. Потом меня перевели инженером-конструктором в производственно-технический отдел. И вот представилась такая возможность выдвинуть свою кандидатуру в 2015 году на освобожденной должности председателя первичной профсоюзной организации. Вас выбрали. Да, это выбор. А сколько сотрудников Якутэнерго? Да. У Якутскэнерго много сотрудников, а на Якутской ТЭЦ сегодня по штатному расписанию числится 526 человек, из них у нас 512 членов профсоюза. Может Ого. быть, есть какая-нибудь интересная история про какой-нибудь случай конкретный? Ну, я думаю, у Марины этих историй великое Историй множество. у нас очень много, да, и есть о чем поговорить. Конечно же, могла бы много чего рассказать. Ну, например, Каждый один из день у ярчайших. нас начинается с истории. Это новая история. Ну, каждая история – это индивидуальная чья-то история, какие-то проблемы вам Конечно. приходится решать. Я знаю, что вы и какие-то молодежные вопросы, и отдых детей, возможно, лечение, да, вот эти вот вопросы курируете, да? Как вообще вот все это происходит? Безусловно, в начале года всегда на совещании правкома мы составляем план работы, обсуждаем вопросы, которые будем решать на протяжении всего года. То есть начало года мы занимаемся, распределяем путевки в детские оздоровительные лагеря, на санаторно-курортное лечение работников и их детей. Также мы обсуждаем мероприятия, это наши культурно-массовые, спортивные мероприятия. Кстати, да. У нас есть положение о материальных выплатах, где работник может посещать спортзал или какие-то другие спортивные секции. То есть мы им возмещаем 30%, но не более 1500 рублей. И это То есть всё это вот очень вы всё здорово. Курируете. И насколько активны ваши сотрудники? И как вы добиваетесь активности? Да, особенно вот в культмассовых мероприятиях. А ну-ка заставь всех на 1 мая пойти с утра А пораньше. вы знаете, наоборот, люди с большим удовольствием ходят на демонстрацию. На самом деле это очень интересно. И причем при этом привлекают своих детей, родных и близких. То есть семьями ходят. А по поводу спортивных мероприятий, как дела у вас? Ну, спортивные мероприятия мы всегда проводим. Вот на Якутской ТЭЦ у нас, допустим, проходят к Дню защитника Отечества, это 23 февраля. А к 8 марта для женщин проводим по силовым видам спорта. Это уже традиция. Эту традицию зародила когда-то Елена Васильевна Новоселова. Работала председателем первичной профсоюзной организации. И до сих пор эта традиция продолжается. Ну и, наверное, ветеранов своих как-то чествуете тоже. Ветеранов, да, мы ветеранов всегда чествуем на 9 мая. Мы их собираем на День энергетика. На самом деле наши ветераны очень много лет проработали на станции, и когда они встречаются вот 2 раза в год, они, значит, делятся своими впечатлениями, вспоминают, то есть как они начинали свою работу. В общем, вообще это очень интересно. Я знаю, Максим, на самом деле, да, я большой любитель Ютуба, что в Ютубе сейчас проходит флешмоб. Вот про это расскажите. Я знаю, что вы хотели призвать поголосовать за вас, да? Да. Да, кстати, Вы да. знаете, сейчас до 2 декабря идет онлайн-голосование. В Ютубе, как раз если вы наберете флешмоб Русгидро в честь 15-летия, то там ПАО «Якутскэнерго» выставила 3 флешмоба. Это флешмоб Energy Water Якутской теплоэлектроцентрали, флешмоб молодежного объединения «Энергия». И 3-й флешмоб – это наша пресс-служба тоже организовали на разных языках. Поэтому я призываю всех
уважаемые жители Республики Саха-Якутия, у вас есть такая возможность Поддержать проголосовать за горячее сердце Якутска и отдать свой голос. Марина Да. Валерьевна, смотрите, работа сложная, работа объемная, у каждого Да. человека свои проблемы. Вот почему вы любите свою профессию, не уходите с этого поста? Ну вот, знаете, наверное, потому что вот все-таки решать вопросы других людей, ну это, наверное, приятно, приносить пользу людям. То есть, да, ты идешь на работу и знаешь, что сегодня или завтра вы кому-то окажете помощь, поможете. На самом деле это очень большой труд, это морально очень тяжело. Ну, знаете, Ну да. зато вас любят, зато вас ценят. Ну, конечно, если вы помогаете, да, своим сотрудникам, конечно, они отдачу. Больше 500 человек, ваша команда. Марина Валерьевна, ну вчера был ваш профессиональный праздник, вы вошли в 100 лучших, сегодня у вас большие мероприятия. Я думаю, что вы своих коллег по профессии хотели бы поздравить обязательно. Конечно же, я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех профсоюзных лидеров, ветеранов профсоюзного движения с профессиональным праздником. Пожелать всем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи в работе. Большое спасибо, Да, Марина спасибо Валерьевна. большое, что вы пришли к нам. Хорошего вам дня и хороших праздничных мероприятий. Спасибо большое и вам хорошего настроения. Хорошо. Ну а мы, друзья, продолжаем наш эфир. Да. Сколько стоит наша зимняя одежда? Да? Наш суровый край диктует свои правила, на весь мир знаменит как самая холодная республика на свете, так? Да, и затратненько одеться тепло. Это действительно здорово, да, что нас так назвали, но для жильцов каждая зима – это нешуточное испытание. И надо быть хорошо подготовленным, чтобы пережить холодное время года. Давайте посмотрим следующий сюжет. Не сюжет, а мы посмотрим обзор, сколько стоит зимняя одежда. Давайте сравним цены. Ты уже все приобрел себе? Ну, вообще, я конечно же, приобретаю. Ага. Да. Ну и вот мы бы хотели показать нашим телезрителям, сколько же стоит, да, действительно, Средние зимняя, ценовые диапазоны. Да. Мгм. Так, А у какой-то нас какие-то маленькие технологические неполадки. накладки, но, Давайте, да. Но подсказывает режиссер нам здесь, что у нас есть замечательный сюжет. Вы знаете, уже несколько лет программа «Новый день» продолжает серию сюжетов из детского дома. Каждый ребенок, даже если он остался без родителей, заслуживает семейного тепла и семейной любви. Да, Давайте... и сейчас мы посмотрим сюжет про маленького Никиту, первоклассника. И мы Замечательный надеемся, что совершенно после ребенок. этого сюжета Никита обретет свою семью. Никита прибыл в наш центр недавно, учится в 1 классе, ему в школе очень нравится. Никита по характеру очень спокойный, доброжелательный, ласковый человечек. В центре все взрослые для него, все мамы и папы. Любит он также рисовать, собирать конструктор, смотреть мультфильмы. Никита умеет за собой ухаживать, чистить зубки, складывать свои вещи аккуратно. Любит помогать по дому. Никита очень смышленый, добрый и ласковый ребенок. Он учится в 1 классе и открывает для себя мир новых знаний. Никита схватывает все на лету, легко усваивая школьную программу. Усидчивый и покладистый, мальчик с радостью выполняет задания в школе и знает много стихов. Идет бычок, качается, вздыхает там на ходу. Огоска качается, сейчас я упаду. Никита очень любознательный ребенок, с большим интересом рассматривает книги. Особенно любит про космос, технику и природу. Пока он еще только учится читать и мечтает в скором времени прочесть все любимые книги. Никита подвижный, физически активный ребенок. Он любит познавать новое, тянется к знаниям, проявляя искренний интерес. Как любой мальчишка, любит собирать конструкторы. У Никиты уже есть свои подопечные – аквариумные рыбки. А почему у них тут это двигается?
Никита любит играть с машинками, мечтает, что когда вырастет, у него будет настоящий большой автомобиль. Никита – домашний, добрый, ласковый и искренний ребенок. Мальчику очень нужна семья. Да, действительно, в жизни бывает всякое, но я надеюсь, что у каждого ребенка есть шанс обрести свою семью, и особенно у этого замечательного мальчика Никиты. Да, друзья, но мы продолжаем наш эфир. Фотографии, фотографии, фотографии. Да. Сейчас все любят фотографировать на телефон, селфи. О, прикольное место. Максим, мы здесь были, да? Ну да. Но в то же время есть настоящие мэтры фотографий, которые известны на весь мир и, допустим, у нас на Якутию. Виктор Яковлев, легенда фотографии Якутии. Тот человек, который поднял искусство фотографий на новый уровень. Давайте посмотрим в нашем следующем сюжете воспоминания о нем. Он открыл Якутию миру. Это об известном фотокорреспонденте республики Викторе Яковлеве. Его фотографиями иллюстрированы многие книги, фотоальбомы, посвященные развитию республики. Он очень любил фотографировать Арктику, вспоминает вдова Виктора Прокопьевича Изабелла Николаевна. Я поехал в Арктику. Ну, в общем, Арктикой еще он занимался. Арктикой там, Тикси очень часто он ездил. Северные районы, это вообще, по-моему, все районы объездил. И это, тогда командировки-то были длительные очень, по 10 дней. Вот за эти 10 дней он объезжал вот группы вот этих северных районов. Все его знали, все его обеспечивали работой. Все, в общем, оттуда, я помню, довольный приезжал всегда. И всех руководителей он знал. Виктор Прокопьевич очень мечтал сделать фотоальбом про жизнь и деятельность 3 президентов Якутии. После вот своей фотолетописи у него мечта была этот альбом выпускать среди, то есть о президентах и о мэре. И это не сбылось. Потом он накопил очень много. Отдельно я потом, когда сдавала, обнаружила, очень отдельно разделил, оказывается, это, значит, Николаев, Штыров, Борисов, и очень мало фотографий я обнаружила по Айсену Сергеевичу. Вот. Потом я вспомнила, что он говорил, у Айсена Сергеевича мало фотографий, но я наберу, наверное, вот так он говорил. Также Виктор Яковлев много фотографировал ветеранов Великой Отечественной войны, много своих работ посвятил победе. Но семейных фотографий у него мало, признается Изабелла Николаевна. Семейные фотографии нет, не делал он, потому что никто не хотел, все какие-то вот все, что вот тут есть. Никто не хотел фотографировать, потому что говорят, он нас мучает. Ну, это им не нравилось, видимо, вот так, вот где вот, как там сказать, это не так, это не то, вот, им не нравилось, поэтому никто не хотел даже, редко, очень мало фотографий. Виктор Прокопьевич первым из якутских фотожурналистов освоил цветную художественную фотографию. Он издал бренд Якутии, да, вообще по всему миру. Вот самое главное, вот это его заслуга, да, что по всему миру узнали вот именно. Если раньше, вот, допустим, про север, ну, говорили, ну, север, да, Сибирь. Ну, люди узнали, вот, есть, оказывается, Якутия, народ Саха, люди живут, развиваются. Да, вот он именно создал такой исторический бренд родной Якутии, родного народа, да. Был он настоящим патриотом. Вот. Фотовыставки и экспозиции о Якутии Виктора Прокопьевича проводились не только в стране, но и за рубежом. Тем самым он прорубил окно в мир. Работа о жизни и деятельности патриарха якутской фотожурналистики выйдет в следующем году. Наталья Колесова, Андрей Секретов. Новый день. Друзья, это программа «Новый день». Мы продолжаем наше радостное утро. И у нас есть поздравления на наш WhatsApp номер. Итак, доброе утро, Якутск и Верхневилюйск, село Кентик. От ГПО-3 Оленек Алмаза Анабара передают своим коллегам привет. И Да, еще им один. большой привет. И еще один привет. Коллегу Евгения Филиппова поздравляем с юбилеем. Желаем всего самого наилучшего. Твои мечты пусть
твои мечты, наши пожелания от коллектива ЦРУ «Поселок Жатай». ЦРУ! Есть такая организация в Жатае. Вот такие хорошие новости с утра у людей праздник. Да, и от нас тоже большой привет. Максим, я знаю, что хоть ты не профессиональный спортсмен, но спорт в твоей жизни уже много и много лет на постоянной основе. Теперь смотри, я серийный спортсмен. То занимаюсь спортом, то не занимаюсь, то у меня все хорошо, то мне вдруг лень. Вот подскажи, как ты держишься уже годами в этом режиме? Как эту привычку, наконец, укоренить у себя? Ну, вообще есть такое понятие, как полезная привычка, да, вырабатывается за 21 день. Да, типа привычка формирует характер, характер формирует судьбу. Ну да, если что-либо ты будешь делать постоянно в течение 21 дня, после этого ты уже просто не захочешь от этого отказаться и уже жалко будет. подстегнешь себя на дальнейшие действия. Слушай, ну а если мне сначала просто лень, допустим, я такая взяла себе план, написала и не смогла встать. У меня там и отжимания, и штанга, и еще что-то, и куда-то по холоду идти, лень. Да, просто вот это когда человек сгладить? очень долго хочет этого, да, потом у него вырабатывается очень много планов, да? Да. Все надо сделать, все надо 100 успеть. дел на день. Да, лучше начать с чего-нибудь маленького, потом уже потихо увеличивать. Ну хорошо, для утренней зарядки что ты мне посоветуешь? Что внести в свой план? Для утренней зарядки, ну, опять же, все надо делать с головы до ног. В любом случае Размяться, нужно да? размять все суставы. Но делай это в течение 5 минут сперва, а после уже более После я детально. не смогу от этого, видимо, отказаться. Да. Ну что ж, друзья, я с завтрашнего дня, не с понедельника начну. Постараюсь, Максим. Потом тебе через 3 недели расскажу, как у меня сформировалась ли эта привычка или нет. Да. Зима начинается с Якутии, да, это действительно очень хорошее мероприятие. У нас сегодня в гостях У нас в приглашенный гостях гость. да, Андрей Кнауп, шеф-повар, основатель сети ресторанов Мидбери, город Улан-Удэ. Андрей, доброе утро. Доброе, как у вас доброе утро. настроение? Вопрос такой, замерзли, не замерзли, или у вас в Улан-Удэ тоже прохладно? Ну, на самом деле замерз, но не сильно. То есть, ну, Вот. как бы относительно Но разница плюс-минус небольшая. То Хорошо. есть там ветер, здесь ветер. Ну да. Мне кажется, мне кажется, без ветра как-то комфортнее, да? Ну, да. Итак, в рамках мероприятия, да, зима начинается в Якутии. Какие мероприятия вы собираетесь посетить? Какой у вас план действий? Да, с какой целью вы приехали? Ну, вообще, план действий на сегодня и на дальнейшее время – это открытие фестиваля, это мастер-классы, обучение, то есть, ну, какая-то такая история, и рыбалка. О, ну это естественно. Так, про соответственно, рыбалку чуть А вот по попозже. какой кухне вы специалист? Да. Можно ли так говорить? Ну, наверное, я больше монополист какой-то, да, то есть я вот, ну, мне интересно все. То есть прям вот вся кухня абсолютно. Нет привязанности к какому-то одному продукту или к одному блюду. Ну, в или Улан-Удэ, к одним каким-то- в ваших ресторанах вы на чем-то специализируетесь или у вас прям широчайшее меню? Ну, там нет, там как бы одно, наверное, заведение это больше узконаправленное, это фудкорт, это бургеры, да, там. Как таковые, их там особо не разбежишься, то есть меню оно такое Да. прям в одну колею. Детально, но качественно. Да. А второе это кафе, оно такое прям более семейное, более такое располагающее посидеть, покушать. То есть, ну, там как такового нету прям вот бешеного меню, а там обычная еда, понятная для людей. И ничего Вообще, такого. Андрей, расскажите в общем о себе для наших телезрителей. Вот, Правда ли, поподробнее, что вы да. якутянин по Я, корням? да, родился в Ленском районе, да, село одно, село Нюя. Прожил здесь, наверное, ну, года 3 и уехал. То есть не ну, помните? Содержательно. Я ничего не помню, да, на самом деле. И эта поездка была для меня таким еще съездить на родину, посмотреть. То есть, Да. ну, как-никак все-таки родился, и хотя бы посмотреть, как вообще люди живут, познакомиться с традициями уже. в Ну, конце а концов. как такие брутальные мужчины выбирают профессию повара? У меня вопрос. Ну, я не с самого начала был брутальным. Это на кухне ко мне прибавилось, да? Не, на самом деле я Просто пошел учиться. начала расти щетина, понимаешь? Нет, В не какой-то понимаю. момент. Я даже не понял, какой. Тут как бы вопрос, наверное, больше... Было 17 лет, и надо было куда-то поступать, где-то учиться, и выбор пал на... А почему бы нет? Да, почему бы нет. А потом поняли, что это Любил ваше. готовить и всегда... Ну и работать начал тоже там в 17 лет на кухне. Ага. И поэтому как-то более-менее начал понимать уже, как-то втягиваться. и назад Ресторанный дороги уже бизнес – нет. это ведь не только идеальная еда, это ведь, наверное, еще и огромная махина управления людьми. Это да.
Это Вот самое в важное. чем то есть секрет хорошего ресторана? 80% вообще, в принципе, всего общепита, ну и всего бизнеса, это психология, на самом деле. Ну да. Это работа с персоналом, работа с людьми, мотивация. То есть очень много моментов, нюансов. Ну уж больше с персоналом, да. Не так уж легко, на самом деле, замотивировать людей на какие-то подвиги. То есть, ну, это как в управлении, так и... То есть человек, он же такой, он ранимый. И Да, чуть нет, маленько я там обидеться где-то не буду, не да. выдал аванс там, или еще какую-то такую штуку, то все у него там сразу обиделся. Еще какая-нибудь история там. Ну, то есть очень много вот этих моментов. Вы Потом- мастер-класс по этому будете читать на днях, да? Да. Какой-то секрет, как замотивировать работника на хороший Ну, результат? скорее всего, если этот вопрос возникнет, да. Скорее всего, да. Мгм. То есть, Ну а секрет? Поделитесь хотя бы один. ну, тут на самом деле нужен подход ко всем. Конечно. Либо это будет какая-то система, то есть, которая будет работать, да, когда человек пришел, ему изначально там поставили рамки какие-то, да, сказали, это можно, это нельзя. Вот этот человек отвечает за это, этот человек отвечает за Ну это. И он уже, работая в коллективе, понимает, к кому ему обратиться, к кому ему пойти, а не так, что он пришел и такой, типа, И ему сам в сказали, ты поле работай, воин, да? ты работай, мы к тебе чуть позже подойдем. И И что он мне тут знать работает, не да? знает, то есть он работает, и он не понимает, какие у него задачи, кому ему идти за деньгами, у кого спросить про график, Ну, там, конечно, еще вот что-то. мы вчера какие-то. буквально разговаривали, да, про наставника действительно Да, бывает. нужно. наставники очень важны. Да, то есть история в том, что человеку, когда у него какие-то вопросы возникают, ему нужно к кому-то обратиться, и он начинает обращаться к тому человеку, кто брал его на работу. А это может быть какой-нибудь вообще менеджер, хотя он работает на кухне, да? И он бежит к нему и говорит, слушайте, а где вот это, а где вот это? Он говорит, да. слушай, Ну да, ты всё меня должно отстань, быть у меня вовремя. там вот свои задачи, меня не трогай. Да. И у нас вопрос такой, вот что вы ожидаете от поездки вот к нам? Да, вы говорили, что на рыбалку еще отправитесь. Да. Да. Ну, на самом деле, вообще, я ожидаю таких гастрономических каких-то, наверное, предвкушений, какие-то Новинок, такие более этнические какие-то вещи, то есть, ну, прям национальные. Очень хочется посмотреть именно на то, чем питается народ. То есть, ну, как бы, С профессиональной или с личной точки зрения? Вы гурман? ну, тут, наверное, как с покушать? профессиональной, так и с личной, потому что профессиональное, оно давно переросло уже в личное, и то есть, Ну как-то да. уже нет такого разделения. А кухня Бурятии и Якутии, они как-то вот похожи или совсем разные? Ну, скорее, думаете? наверное, разные. Чем И народ различаются? разный, и я думаю, что... Ну, пока еще, на самом деле, не... Ну вот с точки зрения профессионала, да, вот кушать, да, вот как вот вам кушать обычную еду, допустим. Кстати, насколько вы брезгливы в чужих ресторанах? Насколько вы берете тарелку и оцениваете пропорции? Есть такое? Ну, на самом деле, такого прямо перфекционизма в этом плане нету. В этом Нету, отношении. да? То есть нет такого, что я пришел и говорю, блин, вилка не так лежит, я не буду здесь И глаз есть. так И ушел. дергается, И да? глаз дергается, да. То есть надо положить срочно вилку обратно на место, да, где она должна быть. Ну бывает такое, вот когда-то, я вот не помню, лет 5 назад, наверное, я попробовал один стейк. Это был просто наилучший стейк в Божественный. моей жизни, да? И до сих пор все меркнут на его фоне? Да, после этого остальные стейки для меня просто кусок мяса какой-то. Бывает у вас такое? Есть. Кусок мяса. Андрей, смотрите, у вас в программе рыбалка, у вас в программе посещение национальных ресторанов, у вас в программе сделать много фотографий, оставить впечатление. Советы, может быть, для национальных ресторанов, коротенько в конце нашей беседы. В Ну, чем для- успех нас ресторана? Для того, чтобы понимать, что это национальный ресторан, это должна быть какая-то атмосфера, в которой вот я, допустим, зашел, и я понимаю, что я в национальном ресторане. То есть это может быть какие-то там бубны там висят. То есть, ну, какая-то такая история, типа этника. Этника. Андрей, вы это увидите сегодня, прям- я думаю, вам покажут такие рестораны. Да. И Спасибо, мы что к нам пришли, но мы... переходим на перерыв. Не переключайтесь. Доброе утро, друзья! Вы смотрите «Новый день» на канале НВК Саха. Отличный день, четверг, 28 ноября. Да, я думаю, что вы уже проснулись, и вам будет интересно, какие же новости подготовили наши сотрудники из... Так, пока... Пока включают нам новости, Да. давай посмотрим, что у нас с погодой. Да, Говорят, должно было повторим погоду. потеплеть. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 25, минус 32, днем минус 19, минус 28, Заречье минус 30, минус 42,
днем минус 24, минус 33. Южные улусы минус 22, минус 30, днем минус 17, минус 19. Вилюйские улусы минус 20, минус 21, днем минус 15, минус 18. Нижнеленские улусы минус 30, минус 35, днем минус 25, минус 27. Западные улусы минус 18, минус 22, днем минус 14, минус 18. Колымо-Индигирские улусы минус 24, минус 47, днем минус 21, минус 44. Меня всегда вот интересует Колымо-Индигирский, у них такая разница. Янские улусы минус 36, минус 43, днем минус 28, минус 36. Северо-западные улусы минус 20, минус 25, днем минус 16, минус 21. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 35 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 25, минус 27 градусов. Только что из печи подготовили новости. Свежие новости. Давайте посмотрим. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Умный город – это город, в котором люди хотят жить. Такими словами резюмировал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев первый день Дальневосточного форума «Умный город. Комфортная среда для жизни». Он стартовал накануне и проходит в музее «Россия. Моя история». Также обсуждения прошли и в смарт-библиотеке. В форуме принимают участие представители правительства России и Якутии, а также регионы страны, эксперты и разработчики. Первый день завершился пленарным заседанием и подписанием трехстороннего соглашения о запуске проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске между Минстроем России, Сахалинской областью и Южно-Сахалинском. Таким образом, они стали 76-м городом, который вошел в пилот программы. Стоит отметить, что Якутск вошел в их число одним из первых. То, что касается умного города, есть некий стандарт, некий набор таких цифровых сервисов, которые мы сегодня предъявляем к нашим городам. Но на самом деле такого понятия, как умный город, его сегодня нет не только в России, но его и нету сегодня в мире. Поэтому здесь можно что угодно говорить, значит, про то, каким мы видим этот город. Но вот я считаю, что умный город – это тот город, в котором хочется жить. Вот, наверное, так можно дать определение тому городу, с которым мы связываем свою жизнь, связываем будущее свое лично, своей семьи, своих детей, своих внуков. В рамках рабочего визита в Якутск полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев, глава региона Айсен Николаев и губернаторы всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа посетили ледовый парк в столице региона. На входе в парк гости воткнули флажки своих регионов в ледяную карту. Делегация оценила работу участников международного конкурса снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии». В 13 городах и 3 селах Якутии завершается первый республиканский фестиваль современной культуры. В рамках проекта улицы городов и сел преобразованы в произведении искусств с учетом пожеланий местных жителей. В Ленске в городском парке планируется установить инсталляцию художницы Ксении Кудриной, уроженки этого города. А буквально на днях в сквере рядом с центральным ДК будет установлена скульптурная композиция в виде еловых шишек. Также у фестиваля «Большая образовательная миссия» проходят творческие встречи с художниками, открытые дискуссии с местными жителями. Я бы хотела, чтобы в нашем Ленске стояло больше каких-нибудь статуй. Даже, например, въезд в Ленск. У нас стояли какая-нибудь женщина, как в Алекминске. Добро пожаловать в Ленск. И побольше фонтанов, площадок побольше, чтобы было. Чтобы не только были там просто горки и качели, чтобы были какие-нибудь там... Чтобы детям было интересно. На моем рисунке изображен дом рядом с Леной. Через Лену проходит мост. Также я надеюсь, что в дальнейшем будущем у нас будут машины, которые будут передвигаться на экологическом чистом материале.
Новый спортзал открылся в Нюрбе. Объект в микрорайоне Убаян стоимостью в 27 миллионов рублей построила компания «Грандстрой» по программе муниципального частного партнерства. В новом спортзале будут проводиться занятия по вольной борьбе, настольному теннису, боксу. Также здесь будет работать фитнес-студия. Все здание и уличную спортивную площадку строительная компания построила за свой счет. И далее по контракту муниципалитет выкупил объект у компании и передал в ведение детско-юношеской спортивной школы района. Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников по собственной инициативе, сообщают в Роструде. При этом дополнительный день отдыха может привести к уменьшению зарплаты. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Сотрудник вправе попросить выходной 31 декабря, но без сохранения зарплаты, или взять отгул за работу сверхурочно, а выходной либо праздник, или как часть ежегодного отпуска. Роструд также напомнил, что 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому его продолжительность сокращается на 1 час. Оставайтесь с нами, впереди еще много полезной информации. Друзья, ну вот такие хорошие новости. Еще хочется вам напомнить, что уже с апреля этого года нарастает движение по защите нашей природы конкретными вещами. Экодвижение в городе Якутске. Сегодня рада приветствовать в нашей студии Сергея Петрова, организатора волонтерского движения «Раздельный сбор Якутск». И Ирина Матвеева, основателя волонтерского движения «Раздельный сбор Якутск». Доброе утро. Доброе утро. У вас хорошее настроение, вижу, да? Экодвижение раздельного сбора набирает обороты в Якутске. Уже ведется посвящение в школах и даже были проведены несколько экофестивалей. Расскажите об этом. Да, мы готовимся сейчас к третьей уже акции. В рамках второй акции мы провели в 4 школах эко-недели, и школьники очень активно собирали вторсырье, они даже собирали батарейки у себя в подъездах, из магазинов забирали картон, потому что дети, они очень хорошо это воспринимают, в отличие от взрослых. И это наша основная цель – воспитать осознанное новое поколение. Это здорово. Видимо, да? детей проще воспитать, чем приучить взрослых, да, дети не говорят, заплатите нам за наши бутылки. А серьезно такое взрослые говорят? Дети, они более чистые и открытые. Хорошо. Ну, а вот предыдущие фестивали какие-то под открытым небом были, я знаю? Да, первая акция прошла у нас на площади Ленина, это было в июле. И без никакой рекламы мы там провели, пришло более 800 человек, и это нас очень вдохновило. Вторая акция у нас прошла на площади Дружбы, это уже в сентябре, и пришло уже более 2000 человек, мы собрали более 14 тонн вторсырья. Ого-го. И вопреки тем, кто говорит, что все это все равно уедет на свалку, нет. Все, что собрано на наших акциях, гарантированно попадает на переработку или либо на правильную утилизацию, как, например, батарейки. Хорошо, по пунктам, что вы собираете? В первую очередь, это, конечно, опасные отходы, это батарейки. Их вывозит одна хорошая компания в город Челябинск. Также это картон. Картона очень много в нашем городе. Различные виды пластика. Также мы собираем хорошую одежду, мы ее будем раздавать. То есть приличную одежду, которую, допустим, можно я не принести ношу, на акцию, мы будем там же ее раздавать бесплатно, а то, что останется, мы передадим организациям, которые помогают малообеспеченным семьям. Но картон и пластик тоже уезжают в какой-то другой город. Да, это все уезжает на переработку. Ну, пока потому, что у нас нет пункта переработки в Якутске, я так да, понимаю. но у нас как вы есть думаете, парочка... перспектива есть, да? Да, есть перспектива, конечно. Ну, а 1 декабря, в это воскресенье, я знаю, что у вас планируется следующий фестиваль. Где, во сколько? Я знаю, что программа должна быть очень большая. Вот про это поподробнее расскажите. Да, хотелось более подробно рассказать об нашем фестивале. Фестиваль будет проходить 1 декабря, один день с 12 до 5 часов вечера в спортивном комплексе «Даксун». В этот раз мы будем принимать традиционно вторсырье и опасные отходы. Каждый раз мы стараемся увеличить номенклатуру принимаемого вторсырья. В этот раз, как мы уже сказали, будет картон, пластик, бумага, батарейки, лампы. Также можно абсолютно бесплатно будет сдать на правильную утилизацию картриджи, оргтехнику, это компьютеры и периферия. Каждый участник нашей акции, который приносит нам, сдает вторсырье, он будет получать купон. Таким образом мы стараемся мотивировать жителей города. Да? И в конце вечера, в кульминации, мы, как обычно, разыграем главный приз – 20 000 рублей. То есть я могу принести
то, что мне не нужно, Да. то, что может Получить навредить деньги. моей И природе. подзаработать денег. И, кстати, да, и вдруг выиграть Но это еще не все хорошие призы, суммы. там будут еще призы от партнеров, огромное количество, в общем-то. Но это еще не все. Также у нас будет форум, зона форума, на которой будут выступать экоактивисты, как наши местные, так и приезжие. У нас из города Москва руководитель проекта «Спасибо». Это люди, которые профессионально занимаются сбором ненужных вещей. Также экоактивисты из такой компании «Зеленый драйвер». Тут тоже. Вот. В зоне партнеров, да, там у нас можно будет приобрести специальную атрибутику, экотовары, различные сумки, тем самым уменьшив выбросы там, вредных веществ. Я знаю, в что природу. там будет мастер-класс по пошиву бахил. Я когда прочитала, думаю, это же гениально просто, и как это правильно. Многоразовая, да? Да, Да. пошить и ходить с ними. Около 10 мастер-классов различных по изготовлению экосумок, по декорированию экосумок, по пошиву бахил, по подделкам из керамики и другим подделкам из вторсырья. Также у нас будет детская зона, в которой можно будет развлечь своих детей, батуты, машинки. Ой, ну это прям хороший, хороший день для всей семьи. На главной сцене будет в это время происходить всегда концерт, на котором будут выступать артисты, музыкальные Ну, наши действительно, коллективы. фестиваль Да. настоящий. Ну и Ирина экоквиз еще у нас будет, да, на который можно будет записаться, собрать свою команду, сейчас еще можно, и прийти на экоквиз, поучаствовать. Здорово. Ирина, я бы хотел услышать, какая главная цель этого движения? Наша цель, конечно, это разбудить население, потому что та ситуация, которая сейчас, она, ну, прямо сказать, она неправильная, да? То, что мы закапываем все отходы, которые у нас появляются. Поэтому мы пытаемся обратить на это внимание, и чем больше мы об этом говорим, тем, мне кажется, ситуация более Ну, решится. да, раскручивается. Ну, большое спасибо, что пришли к нам. Напоминаем, что можно больше подробной информации узнать в инстаграме РС Бор ЕКТ о вашем движении. Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы будем жить на чистой планете. Да. А мы опять же переходим на коротенький перерыв, не переключайтесь. Еще раз доброе, наш телезритель. С вами передача «Новый день» с Евгения Гурулева. И хочется вот напомнить про такие замечательные харысхалы, Максим, да? Да, в преддверии Нового года наша компания продает такие замечательные харысхалы. Они стоят всего лишь 500 рублей, а значит они очень много. Да, обереги на здоровье, на счастье. Да. И магнитики, кстати. они. Да, и магнитики, вместе с ним вы приобретаете талоны, с которым вы можете выиграть замечательные призы. То есть не просто вы берете такие обереги, не просто вы дарите их своим близким, у вас есть еще шанс выиграть машину, телефоны и кучу-кучу всего другого приятного. Вот так вот. Так что не скупитесь, покупайте и испытывайте свою судьбу, испытывайте свою удачу. Но мы продолжаем наш эфир. Вокальный конкурс «Аймиконские звезды» существует уже очень давно, но за эти годы он стал еще интереснее. В этом году, в год театра, нет ограничений по возрасту, и участникам надо будет исполнить не просто песню, но и сценическую постановку. Давайте посмотрим. Конкурсу «Аймиконские звезды» уже много лет, но от этого он не стал менее любимым зрителями. В этом году по условиям конкурса, посвященного году театра, нет ограничения по возрасту. Участники исполняют 2 номера. Один в виде сценической постановки «Зримая песня», другой эстрадный. Ведущие были в прямом смысле на высоте. Зрители доброжелательно и активно поддерживали всех участников. Жюри старалось быть справедливым. Федор Шпнев, трио из поселка Берег-Юрде. Конечно, хотелось бы отличные вокальные данные. Если это трио, то это было именно трио. 3 голоса, красиво, чисто, все. Вот это мне, конечно, больше всего понравилось. Зацепила песня наших девушек о нашем поселке Уснера. Много интересного увидел, да, и песня тронула душу. Городок именно в исполнении у них. Вот, эта песня тронула. «Струны души», такая была номинация. Вот как раз они этой песней тронули.
Трио из небольшого села Берег-Юрде, что в 7 километрах от Эмикона, покорило не только зрителей, но и сердца членов жюри. Сами не ожидали, но получили гран-при. Ну, как говорится, чуть-чуть забытое вспомнилось и взяли, победили. Здорово, радость большая, ощущение, фураж такой, как говорится, адреналин зашкаливало. И соперники были, да, вот, сильные. Вот, ну, хорошо выиграли. Кружки делаем, да, вот детей учим. Вокально-инструментальный ансамбль есть у нас, детская, да, вот. Вот учишь и сам уже учишься. Вот так вот и все равно как рабочий инструмент всегда наготове, как говорится. Первый раз на конкурсе. Спасибо большое. Получила очень большое удовольствие, что столько талантливых самородков у нас в нашем районе. Очень хороший конкурс. Спасибо большое. Мне очень нравится наш ежегодный конкурс «Эмиконские звезды». Я каждый год обязательно хожу, и каждый год вот какие-то новые звезды, столько талантливых людей. Каждый год конкурс «Эмиконские звезды» зажигает новую звезду, потому что не счесть талантов на земле Эмиконской. Большинство громких кинопремьер подготовили на новогодние праздники, но для киномана декабрь, последний месяц перед Новым годом, не окажется скучным. А какие новинки на этот четверг мы посмотрим в нашей постоянной рубрике «Киноафиша». В далеких землях, на самом крайнем севере, рос когда-то зачарованный лес. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена». Сиквел одного из самых успешных проектов Дисней за всю его историю «Холодное сердце 2». Что бы я делала без тебя? Я всегда буду рядом. Уже известные зрителю герои отправятся в новое захватывающее путешествие, чтобы выяснить природу волшебной силы Эльзы и тайны, связанной с прошлым королевства Рэндалл. В опасности. Дисней представляет. Создатели обещают еще больше песен, волшебства и приключений. Я иду с тобой. Анна, нет. Прости, я забралась на Северную гору, пережила холодное сердце и спасла тебя от своего бывшего. Напомним, первая часть «Холодного сердца» вышла в 2013 году. Получила 2 Оскара и собрала в мировом прокате более $1 миллиард, став таким образом самым кассовым анимационным фильмом на следующие 6 лет, пока ее не обогнал новый «Король Лев». Холодное сердце 2. Вопросик. Подвергать нас смертельной опасности будут теперь постоянно? Захватываем миоматозный узел щипцами. Зашиваем рану на матке и контролируем кровотечение. Лучший дебют кинотавра от автора нашумевших клипов группы «Ленинград» Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли. Комедия об успешном враче Марии, поглощенной работой и семейными делами, которую внезапно для нее самой бросает муж. Заговоренные. И сделай большой огонь. Огонь вернет мужа. В попытках вернуть любимого, ушедшего к молоденькой фитнес-тренеру, Мария прибегает к самым необычным способам. Но новая жизнь ставит перед ней вопрос, действительно ли это так нужно. Короче, ты мне нравишься. Я не очень понимаю, что происходит, но что-то запал. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Витамины свои забирай! Это не тебе, это детям, понятно? Да, мы просто в предвкушении. Да, хочу посмотреть «Холодное сердце». Но на самом деле жизнь — это не только развлечение, это еще осознанный подход ко всяким своим, скажем так, занятиям. В том числе к финансовой грамотности. Этому нужно учиться. И сегодня Сергей Сафронов, эксперт по повышению финансовой грамотности населения Министерства финансов Республики Саха-Якутия, нам про это расскажет. Что же такое личная финансовая грамотность, Сергей? Ну,
личная финансовая грамотность, она начинается вот с личного финансового планирования. Да? Вот к нам приходит часто именно сразу делать инвестиции, но мы стараемся говорить о том, что начинать нужно все-таки действительно со составления личного финансового плана. Что такое личный финансовый план? Это постановка своих целей и определение инструментов для его достижения. Хорошо, допустим, какая-то цель навскидку, что это может быть? Цели, как правило, у всех примерно одинаковые. Да? Это получение какого-то пассивного дохода в будущем, да? Это накопление денежных средств для обучения детей, это покупка каких-то крупных вещей. А какие этапы финансового плана? Этапы, первый этап, как я уже сказал, это постановка целей. Да? Это вот обязательно, желательно уже конкретно в цифрах, сроки, суммы и так далее. Далее переходим к следующему этапу, это анализ своих активов и пассивов, что у вас есть, может быть, какие-то там ненужные гаражи, там, может быть, даже стоит отказаться от автомобиля и так далее. Да, после наведения этого, соответственно, занимаемся уже своим семейным бюджетом, то есть учет доходов и расходов. Следующий этап – это страхование, очень важный этап, прежде всего, это страхование жизни, особенно если в семье один кормилец, и медицинское страхование, желательно таких, скажем, смертельно опасных заболеваний, типа онкологии, может быть, там, сердечных вещей. Не дай бог, но вдруг, да, чтобы были деньги потом. Да. Вот. И уже на последнем этапе это составление именно инвестиционного плана для достижения своих целей, то есть подбор уже именно... Хорошо, инвестиционный план, что это такое и как, наконец, можно выйти к мечте всех людей, к пассивному доходу? Насколько пассивно? Сидеть и не работать, это ведь тоже неправильно. Кому как, кому-то хочется как раз сидеть и не работать. Инвестиционный план – это уже конкретно зависит действительно от целей каждого человека, от его возраста, да, от его доходов в том числе, да, где уже четко расписывается, какие инструменты он должен использовать. Это могут быть, там, допустим, инструменты фондового рынка, акции, облигации, это может быть недвижимость, какие-то другие активы для того, чтобы действительно создать себе хотя бы ощущение, там, если не финансовой независимости, то в будущем хотя бы финансовой безопасности. Потому что действительно сейчас вопрос такой пенсионный очень острый, да? Не до конца люди этого еще осознали и понимают. Люди стали жить дольше, да? Соответственно, даже после выхода на пенсию вероятность... Хочется жить хорошо. Да, и вероятность того, что вы еще будете на пенсии лет 20-30 жить, это тоже велика, и вы должны на что-то жить. И в этом смысле, есть много заблуждений, типа таких, что все как-то само решится, помогут там родственники, друзья, по-моему, связи. это страусиная политика, вот это вот. Либо дети вас будут содержать, дай бог, что вам не придется их содержать. Поэтому очень важно в том числе инвестировать в образование детей, для того, чтобы они уже, по крайней мере, сами стали финансово независимыми, самостоятельными, да. И желательно, конечно, может быть, потом в будущем действительно вам как-то могли помочь. Вопрос такой, да, по ходу дела. Допустим, человеку 40 лет, и пенсия, она, конечно, вроде как бы не скоро, но вот она уже маячит. Реально ли за 20 лет себе создать такую подушку безопасности, чтобы позволить себе нормальную жизнь на пенсии? Поездки, отпуск и так далее. В принципе, реально. Здесь как бы речь, наверное, не будет уже стоять о том, чтобы там прямо сильно разбогатеть именно на инвестициях. Все-таки инвестиции – это процесс такой долгосрочный, больше похож на марафон и так далее. Но если человек будет регулярно, ежемесячно, да, откладывать, получать доходность все-таки выше, чем депозиты на настоящий момент, да, там депозиты сильно, как вы знаете, упали, там меньше 5% сейчас дает, к примеру, Сбербанк, да, то, соответственно, естественно, какой-то дополнительный пассивный доход у него после 60 лет у него будет. И вот как раз время, скажем, 40 лет, когда человек в самом расцвете сил, когда у него высокие доходы, он должен откладывать этим, по максимуму, а как раз в это время есть заблуждение такое, что вот как раз человек на пике карьеры и начинает думать о том, что так будет всегда, я всегда смогу обеспечить себя, свою семью, своих детей и так далее. Да. А вот с чего начать, да, вот что приобрести или вообще как повысить финансовую грамотность? Да, это очень важно. Если я не очень хорошо считаю, скажем так, куда пойти? Действительно, да, прежде чем начать инвестировать, надо все-таки для начала повысить свою финансовую грамотность, потому что многие под инвестициями подразумевают какие-то такие сомнительные проекты, пирамиды, криптовалюты и так далее, да. На самом деле, да, что я могу посоветовать? Надо читать сайты есть Минфина, есть Центробанка, и обращаться к финансовым советникам. К примеру, можно к нам на проспект Ленина 4/2, офис 616. Сергей, спасибо. Я точно к вам приду, есть это в моих планах. И у меня тоже есть такой план.
Итак, друзья, не ждите милости от Бога, надейтесь на себя, приходите к Сергею, и пусть у вас все будет хорошо. Ну, а Да. программа «Новый день» не прощается. Всего доброго.